Скажите, как на ваш взгляд оградить молодежь от наркотиков? Забором, как же еще? Ой, не знаю даже. Я даже не могу сказать сразу. Не знаю, извините. Не давать им употреблять. Вот. И пропаганду делать хорошую, чтобы что это вредно. Не знаю, наверное, больше бороться с наркоманией. Мне кажется, это надо все со стороны закона все так ограждать. Я не знаю, как, То есть ужесточать меры? конечно, А привлекать к спорту, к здоровому образу жизни. Сейчас все платно, не у всех же денег столько много, чтобы организовывать. Что они ходят, бездельничают, вот и занимаются. Ну что, такая жизнь нищая, ну как? Ну куда деваться? Это же все связано с условиями жизни, с уровнем жизни населения. Молодежи некуда деваться очень часто. Некуда. Нет никакой перспективы у них, потому что на образование нужны деньги. Они изначально, с начальных классов уже это понимают. Им некуда идти, потому что родители не смогут их учить. Всегда был отличный способ оградить детей от наркотиков и от алкоголя – это находить им другое занятие. Открывать больше бесплатных спортивных центров. Излишняя пропаганда просто и все. Про нее постоянно говорят. Так что это бесполезно, то, что вы пытаетесь там оградить. Ну, конечно, по телевидению ролики всевозможные показывают, чтобы люди видели, что такое наркотики, как они действуют на здоровье человека, на окружающих людей. Только так. Если наглядно человеку не показать, что делают с человеком наркотики, результата не будет. Воспитанием. в семье? Да, конечно. Я считаю, самое главное. И в школе, и еще телевидение. Потому что фильмы такие показывают, где ну, не пропагандируют так открыто, да, но иногда вот это как-то показано. Даже вот был фильм сейчас про царицу Екатерину. Второй фильм, не первый, а второй фильм, да? И там вот она показана берет, там что так раз понюхала. Что она понюхала, я не знаю. Ну вот я это увидела. Ой, это невозможно. Почему? Потому что в школе что делается? Все, вот мы живем это девятиэтажки дом, да? В подъездах полно их. Встанем утром, одни шприцы. А потом даже делается плохо, что скорую им вызываем.